Тихонечко ножки одновременно вместе собираем, соединяем. Год назад Раис Сафин перенес инсульт, долго лечился, потом реабилитация. Пару месяцев назад начал заниматься на новых тренажерах Марата Ильясова. Говорит, уже чувствует результат. Ходить нормально становится. Легче ходить? Да. Руки вот просто немножко нормально чувствуют уже. Он укрепляет опорно-двигательную систему, также улучшает координацию, и пациентам легче после этого тренажера ходить, передвигаться. Новые тренажеры оценила и Надежда Коровина. 76-летняя пенсионерка споткнулась о порог своей квартиры и сломала плечевую кость и разорвала связки. После операции Надежда долго не могла шевелить рукой, пока не начались занятия на тренажерах. Рука висела, ничего не могла делать, была паника, в некотором роде даже пассивность высочайшая. Ну как так, в таком возрасте, когда я могу еще что-то делать, и вдруг я ничего не могу делать. Это оборудование пациенты называют чудо-тренажерами. На них они разрабатывают мышцы в разных положениях тела – стоя, сидя, лежа. Тренировка доступна даже полностью парализованным. Занятия проходят на 4 тренажерах. Они предназначены для улучшения, восстановления двигательных навыков, для разработки верхних и нижних конечностей, для укрепления мышечного корсета. Разработчик этих тренажеров когда-то сам оказался прикованным к кровати. Марат Ильясов попал в аварию. Чудом остался жив. Я сталкивался с невозможностью делать нужную мне амплитуду движений суставов, занимаясь на существующих тренажерах. И с тех пор вот начали приходить мысли, идеи, образы всяких тренажеров и комплектующих к ним, чтобы они мне помогли. Более 10 лет он разрабатывал чертежи в компьютерных программах. Друзья помогли собрать первый тренажер. Заявился на конкурс и выиграл грант на изготовление медоборудования. 12 различных моделей тренажеров, каждый из которых предназначен для разработки различных групп мышц. Эти тренажеры появились в Нижнекамске в декабре. За 2 месяца реабилитацию прошли 40 пациентов. Врачи говорят, занятия дали хорошие результаты. Диляра Шарипова, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск.